Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Узбекистан укрепляют межрегиональное сотрудничество на масштабном форуме. В Туркменистане назвали лучших автомобилистов. К 300-летию Махтумкули в Ургенче провели необычный конкурс портретов по памяти и другие новости. В городе Туркменабад прошла церемония открытия второго туркмено-узбекского межрегионального форума, который объединил представителей обеих стран для расширения двустороннего экономического и культурного взаимодействия. Мероприятие включало национальную выставку узбекских товаров и серию тематических конференций, направленных на развитие партнерства в различных отраслях. Ключевыми направлениями форума стали торгово-экономическое сотрудничество, культурный обмен и гуманитарное взаимодействие. На выставке были представлены павильоны компаний из разных секторов экономики – от горно-рудной и металлургической промышленности до производства бытовой техники и продовольственной продукции. В Ашхабаде состоялся заключительный этап ежегодного государственного профессионального конкурса среди водителей автотранспортных средств, в котором определили самых квалифицированных специалистов транспортной отрасли страны. Торжественное мероприятие прошло в рамках подготовки к Всемирному дню устойчивого транспорта и было приурочено к обсуждению перспектив развития транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана. В честь 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги в Ургенче состоялся необычный конкурс художников, где участники создавали портрет классика по памяти после 5-минутного просмотра оригинала. Мероприятие прошло в мастерской известного узбекского художника Салия Кадырова. В творческом состязании приняли участие учащиеся и преподаватели местного скульптурного учреждения. Победительницей конкурса стала Асалой Атаева, второе место занял Хасанбой Каландаров, а третий – Нафиса Джумабоева. Все остальные участники были отмечены поощрительными призами. Представители Туркменистана приняли участие в третьем международном форуме Содружества моды, который проходил в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 19-20 ноября. Форум собрал более 1500 представителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые в форуме приняла участие Республика Ангола. Голландская судостроительная компания Damen Shipyards и АО «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» провели переговоры о сотрудничестве в производстве речных земснарядов. Встреча состоялась 19 ноября во время визита делегации во главе с Комером Доменом на предприятие в городе Туркменбаши. В переговорах также приняли участие представители агентства морского и речного транспорта Туркменистана Туркмен Денис Дерья Йоллары. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области судостроения, уделив особое внимание производству дноуглубительной техники. В Душанбе прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Таджикистана, возглавляемые заместителями министров иностранных дел Ахметом Гурбановым и Имами Садыком Ашурбойзадой. В ходе консультаций были обсуждены политико-дипломатические отношения между двумя странами, подчеркнута важность регулярных контактов на высшем уровне. Особый акцент сделан на вопросах взаимодействия в рамках региональных и международных структур, в частности ООН. Исследование британского фонда Charity Aid Foundation вновь подтвердило репутацию Индонезии как самой милосердной страны в мире. Результаты Всемирного индекса благотворительности показывают, что подавляющее большинство жителей этой юго-восточной страны, 9 из 10 индонезийцев, активно участвуют в благотворительных акциях. Более 60% индонезийцев регулярно занимаются волонтерской деятельностью. В масштабном опросе, проведенном в этом году, приняли участие свыше 145 тысяч человек из 142 государств. Анимационная студия Pixar готовит к выходу долгожданный сериал «Студия сновидений», который расширит вселенную популярной франшизы «Головоломка». Премьера шоу запланирована на 11 декабря. Зрителей ждут 4 эпизода. Сюжет разворачивается в промежутке между первой и второй частями мультфильма и погружает зрителей в захватывающий мир создания снов главной героини Райли. В центре истории творческое соперничество режиссеров внутри студии сновидений, где каждый стремится создать самый впечатляющий сон. Женская сборная Италии по теннису одержала победу над командой Словакии в финале Кубка Билли Джин Кинг, который прошел в испанской Малаге. Итальянки выиграли матч со счетом 2-0. Лючия Бранцетти победила Викторию Грунчикову, Жасмин Паулини разгромила Ребекку Шрамкову. Эта победа стала 5-й в истории сборной Италии на этом турнире, который до 2020 года был известен как Кубок Федераций. Российский чемпион Беллатор в легком весе Усман Нурмагомедов проведет бой против ирландца Пола Хьюза 25 января. Этот поединок станет главным событием турнира Champions Series, который пройдет в Дубае. Нурмагомедов, не знающий поражений, имеющий в активе 18 побед, будет
защищать свой титул в 3-й раз. Рекорд Хьюза – 13 побед и 1 поражение. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.